Мир вам, братья и сестры. Вот два ножа заказали под левую руку. Покажу, вот начнем с шейника, наверное. Такой вот. Сам не выпрыгивает, держится плотно, вынимается одной рукой, то есть пальцем упираетесь и вынимается. Такой вот ножичек. Ну вот я сам правша, ножи под левую руку, ну как смогу, так покажу. Вот, рог лося. Такой уже высохший, жара стоит, твердый, но тем не менее режет. Металлы в томе в этом ноже либо 9ХФ, либо 9ХС, точно не могу сказать. Так, дальше. Но они почти одинаковые по. Вот. Транспортерная лента старая с кордом, режет без проблем. Так, и вот первое неудобство. Нож под левую руку придется на себя брить. Я так не привык, конечно, но видно, что волосы срезает без проблем. Кожа твердая, уже высохшая тоже. Режет. Так. По дереву. Видно, да, как стружечку хорошо стесывает, удобно. На себя неудобно, конечно, ну, в смысле не то, что неудобно, а опасно. Вообще от себя, поэтому вот если бы был под правую руку, то вот как раз удобно туда. А так он, получается, зарывается туда. Вот, в общем, и по газетке. Именно так. Ножны из можжевельника. Клинок всегда стерильный, всегда приятно пахнет. Оба ножа также. Здесь вот продув есть, вентиляция клиночка. Так, и следующий. Ну, этот среднего размера, нож такой на поясе носить. То есть также вынимается одной рукой. Тоже можжевельник. Ну, все то же самое, только для ношения на поясе. Вот даже из рога стружку делает такую, что она заворачивается. То есть именно режет. Транспортерная лента. Мне вот страшно резать, потому что для левши нож, в общем. Отрезает такие кусочки. По дереву. Ну, то есть видно, что врезается легко и непринужденно. Тут уж как хочешь не хочешь, придется на себя. А вот видно, что волосы срезает без проблем. Кончик тоже режет. И тут тоже нормально. По сухой коже. По газетке. Режет, то есть легко и непринужденно. Примерно так. В общем, всего самого доброго. До свидания.